Коми продолжается неделя отца. Началась она 17 октября в праздник, установленный президентом, и продлится до конца этой недели, до республиканского торжества, также посвященного папам. Такое пристальное внимание к отцовству, как заявлено, должно способствовать укреплению института семьи и усилить роль отца в воспитании детей. Почему именно сейчас заговорили о ценности отцовства? В материале Ольги Коняевой. День мамы в нашей стране отмечают уже с 1998 года. Законодательная инициатива «Учредить День отца» передает глубину семейного и демографического кризиса в нашей стране. Такое мнение высказывают некоторые эксперты. Мол, отцовство, как важная часть института семьи, в упадке. И с этого года упущения в стране намерены исправлять. Однако, с точки зрения культурно-исторического развития общества, все выглядит иначе. И отцы, наоборот, становятся более активными и вовлеченными. Общество развивается, меняется, и традиционная для нашего государства система семейных отношений перестает быть актуальной. Была такая стандартная система, что отец отвечает за зарабатывание денег, за безопасность, мать отвечает за эмоциональный комфорт внутри семьи. Но это в целом была неравновесная история. Да? Семья существует в гармонии, и она более счастливая, более качественная, когда она в гармонии, и когда у каждого члена семьи есть и социализация, и профессиональная реализация, да? И есть умение и готовность проявлять любовь к близким. В массовом сознании папы часто присутствуют как родители второго плана, как менее компетентные в вопросах воспитания. И День отца – это в первую очередь восстановление справедливости, подтверждение ценностей и отцовства тоже. Ведь семья – это изначально две половинки, обе одинаково значимы. Вершины, точки соприкосновения в семье. День матери, День отца. То есть напоминая, что семья – это все-таки большой дружный круг, который должен жить вместе. Это в течение года, так скажем, раскидано. И такие напоминалочки людям, что вот семья самое важное в твоей жизни. Третье поколение россиян живет без войны и разрушений. Развитие во всех направлениях семимильное. Теперь человек стремится к личному ощущению счастья и более качественной жизни. Женщины проявляют себя на профессиональном поприще, занимаются саморазвитием внутренним и внешним. Мужчины подхватывают часть ответственности за дом и заботу о детях. Практикуют совместные роды, все чаще готовы даже в одиночку растить ребенка. За мирный период развития общества отцы глубже вжились в роль родителей. С семьей мы делаем все вместе. Занимаемся спортом, увлекаемся военно-патриотическими занятиями в клубе «Уэркань». Семейные праздники, каждый вечер мы собираемся вместе и обсуждаем, что пережили за день. Ну а если таких из крупных, то есть всегда вместе, всегда рядом. То есть это наша традиция быть вместе. Я могу про папу сказать, что он мне помогает делать уроки. Еще он меня научил читать. Когда у нас бывают конкурсы, он помогает нам что-то сделать, и иногда мы выигрываем призы. Идея праздника возникла еще в начале 20 века в США, но официальное признание День отца получил гораздо позже. Сейчас его отмечают более чем в 30 странах. В Коми в 2018-м установили свой папин день в последнее воскресенье октября. Это была инициатива именно Совета отцов республики. Необходимо, конечно, больше внимания именно обращать на тему ответственного и осознанного отцовства. То есть, чтобы родители, отцы в первую очередь, больше времени и качественно проводили со своими детьми. Папы объединяются по всей стране, поддерживают друг друга, еще больше утверждаются в мужской ипостаси. Людей ответственных, решающих, и не только в пределах одной семьи, но и в целом в обществе. Только в прошлом году Совет отцов Коми проверил больше 700 тысяч мест досуга детей. Где-то нарушения устраняли сами, ремонтировали, поправляли. На их счету много и других добрых дел. Самый такой вопрос, сколько вас в Совете отцов? А я скажу так, мы не ведем членство такое, как карточки, учетный реестр и прочее. Мы все-таки движение. Мы ездим по республике. В каждом селе, в каждом городе есть активные отцы. За этот год, например, мы проехали 10 городов и районов.
Эти положительные социальные тенденции и есть катализаторы законодательных изменений, которые, в свою очередь, тоже конструируют новую реальность. День мамы, семьи, теперь и отца. Формулировка «защита материнства и детства» все чаще меняется на поддержку родительства. Это новая идеология. Отец, как и мать, выполняет очень важную функцию в семье. У нас папа далеко, в другом городе. Нам его так не хватает. Миссия папы в процессе становления ребенка – это проводник в мир, говорят психологи. Он отвечает за социализацию детей, направляет по жизни. Это особенно важный этап развития детей с 7 лет. Проявлять чувства – это теперь тоже прерогатива не только мамы. Были такие у нас клишированные фразы, что мужчины не плачут, да, мужчины не проявляют эмоций. То есть некие были такие социальные нормативы на запрет выражения эмоций. И до сих пор мы замечаем, что, например, некоторые люди, они с трудом как-то могут назвать свои чувства. А семья, воспитание детей, проявление любви, проявление заботы – это все очень близко к эмоциональному состоянию. Это все очень близко к проявлению эмоций. Около 5 миллионов семей в России живут без отца. Проблема есть, но, как говорится, в отношениях всегда виноваты оба. Меняются формы семейной связи, появились даже гостевые семьи. И теперь женщины чаще инициаторы развода. Опять же, в поисках лучшей жизни, новых путей развития. Хотя раньше в основном довольствовались тем, что есть. Даже если союз мужчины и женщины распался, важно, говорят психологи, не разрывать эмоциональные связи ребенка со вторым родителем. Чаще это папа и его родными. Ведь именно в детстве закладывается осознание ценности семьи. В нынешнее время, вот в этом темпе, мы настолько стремительно живем, что иногда забываем о том, что рядом живые существа маленькие, которым как раз нужно тепло, любовь и уважение своих близких. Особенно это папы. Мамы, они как-то сейчас у нас, все-таки и государство предоставило возможность подольше сидят с детками, занимают. Но это как бы изначально всегда считалось, что дети – это прерогатива воспитания материнское. Нет. Дети очень ждут именно сильной руки, строгой руки, справедливой руки и мужественной. Они берут вот эти качества, они как раз могут взять только от папы. Роль отца в обществе долго была недооцененной. Даже ученых трудов больше про феномен материнства. Сейчас можно сказать о зарождении новых ценностей и традиций в обществе.